Если откровенно, то никаких ожиданий. Была бы моя воля, я бы эту встречу вообще отменил, так же, как и встречу в нормандском формате. Ибо нет ответа на важный и самый главный вопрос. Какова цель? Ради чего проводится эта встреча? М. А ваша версия для чего? Ну, если рассматривать весь тренд действий команды Владимира Зеленского, то с моей точки зрения все, абсолютно все говорит о том, что шаг за шагом эта команда двигает нашу страну к сдаче национальных интересов. И с моей точки зрения эти люди заслуживают криминального преследования за совершенное ими действие. Поэтому я и говорю, что была бы моя воля, я бы им не разрешил не проводить встречи на уровне советников, ни тем более на уровне президента. Мгм. А можете аргументировать, в чем проявляется эта государственная измена? Ну, пожалуйста, если смотреть события только вот последнего месяца, совершено три, с моей точки зрения, три кричущих прецедента. Э, Впервые за все годы работы трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона не послала за горизонт представителей Российской Федерации и их, э, не знаю, как их назвать, приглашенных, которых Ермак собственноручно обозначил в документе как полномочные представители. В ответ на ультиматум, который выдвинула российская сторона о необходимости пересмотра Украиной постановления Верховного Совета о проведении местных выборов. Новоназначенный руководитель украинской делегации господин Кравчук решил этот мяч перекинуть на поле Верховной Рады, Мгм. создав прецедент впервые за все годы. Верховная Рада, в свою очередь, не нашла ничего лучше. Она не послала, в свою очередь, русских с их ультиматумом, не послала Кравчука туда же с его инициативой, а начала рассматривать этот вопрос и изучать этот вопрос в комитетах. Абсолютно было понятно, что как только создан прецедент, когда украинская сторона начинает реагировать, то бишь рассматривать, изучать вопросы, которые ставятся в ультимативной форме врагом, то на этом враг никогда в жизни не остановится. Не прошло и 2 недель, как последовал ультиматум со стороны мерзавца Пушилина. И какова реакция украинской стороны? В очередной раз мы не послали его в его пирамиду МММ, откуда он выполз, а украинская сторона не придумала ничего лучше, как осуществить миссию совместной инспекционной поездки вдоль Которую уже линии. отменили. Но дай бог, пока что, вы знаете, эта команда, у нее, я дважды за сегодняшнюю ночь пересмотрел интервью Андрея Богдана, это 9 часов эфира, и ну, 8,5. впервые я ощутил страх за нашу Родину.